К другим новостям. В честь 75-летия региона на Алтае чествуют его ровесников. Среди них Лидия Бутырина, которая в этом году, 3 сентября, отметила также свое 75-летие. Как ровесницу Алтая, а также труженицу и многодетную мать, ее не могли не отметить подарками. Заходите. Здравствуйте, можно к вам? Здравствуйте, мой. Что? С подарочками. Год юбилейный для края, для города. И у вас в этом году очень красивая юбилейная дата. Спасибо. Вот Управление культуры, спорта и молодежной политики вас приехало поздравить с этим замечательным красивым. После вручения подарков Лидия Сергеевна, как настоящая гостеприимная хозяйка, ведет на кухню пить чай. За беседой выясняется, что у Бутыриной сын, 2 дочери, 6 внуков, 1 внучка, а еще 7 правнучек и 2 правнука. И все такие хорошенькие, как цветочки. Правнучки, все красивые, ну потому что они мои. Вот так вот, девочки. Насыщенная трудовая жизнь, начавшаяся с 5-й швейной фабрики, затем на заводах и инкубаторной, научила Лидию Сергеевну житейской мудрости. Век живи, век учись. Непрекословия и внимая каждому слову учителей, незаметно за плечами этой обаятельной женщины накопилось почти 60 лет трудового стажа. Человек рожден для труда. Вот я и своим внукам говорю, я говорю, ребятишки, мне было 16 лет, 17 я пошла работать, и я все сама нажила. Вот не надо лениться, надо трудиться. А молодежь, она хочет сейчас все и сразу. Но так не получится, никогда не получится. Лидия Сергеевна помнит Рубцов таким, каким его мало кто знает из нынешнего поколения. И в современном городе ей не так легко ориентироваться, хотя внуки в это не верят. Вот я начинаю им сказки рассказывать свои, что я вот так и так. Они смеются надо мной, говорят: баб, а ты в каком веке живешь? Я говорю, да в каком? Живу, вот и живу, и живу. Я приехала, Рубцовка была пустая. Вот там за Мельником все было поле зеленое. Вот. На Сельмаже тоже такая же песня была. Сейчас куда мне идти, я спрашиваю, ребятишки, а где вот это находится? Я уже не знаю, все застроили, все раскидали, все вот так. Беседа с Лидией Сергеевной течет незаметно. Сказывается ее житейская мудрость, душевная доброта и женская забота. И вскоре разговор переливается в русскую песню, где все и так понятно без слов. В речке тая вода, расскажу я вам подружки, как попала я сюда, как-то раннею весною бравый молодец скакал. А впрочем, это совсем другая история. Анастасия Юрина, Геннадий Лобзин, информационный канал «Город».